Тем временем в Коми продолжается подготовка пунктов временного размещения граждан Донецкой и Луганской народных республик. Идет набор волонтеров для помощи им. Подробнее в видеообращении рассказал глава Коми Владимир Уйба. В регионе создана специальная межведомственная рабочая группа. Она как раз занимается вопросами прибытия, подготовки к прибытию, размещению и жизнеобеспечения граждан Донецкой и Луганской республик на территории республики Коми. Пунктами временного пребывания беженцев определены санатории Лозым и в селе Пашга и детский оздоровительный центр Гренада в поселке Зеленец. Оба пункта находятся в Сыктывдинском районе, и они готовы принять порядка 200 человек. Отмечу, что запланированный на 26 февраля заезд в санаторий Лозым для жителей Коми отменен. И прошу всех принять это и подойти к этой ситуации как данности, потому что это наш ответ и наша готовность оказать помощь людям, которые сегодня действительно находятся в тяжелой жизненной ситуации. Тем более, что вы знаете, я еще раз об этом скажу, что среди людей, покидающих Донецк и Луганск, нет мужчин. Мужчины все остаются там, на месте. Выходят только женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды. И санаторий Лозым, и детский лагерь Гренада для граждан из Луганска и Донецка подготовлены. В этих центрах есть все необходимое для временного пребывания. Также по детям, которые прибывают в большом количестве, в тех субъектах, куда уже прибыли беженцы, практически 50%, или даже больше, детей. Поэтому, конечно, наша задача еще организовать и учебный процесс для детей, для тех, кто учится, а для тех, кто дошколята, нужно обязательно будет тоже и готовить к тому, чтобы они пошли в детские сады, но перед этим и школьникам, и дошкольникам надо обязательно провести диспансеризацию, обязательно выяснить, кто из них болен, кто нуждается в медицинской помощи, обязательно пролечить, прежде чем дети пойдут учиться. Это тоже, поэтому почему межведомственная группа, потому что все занимаются в группе, каждый своим делом, но объединены они все именно общей задачей. Хочу сказать, что, конечно, нам нужны помощники, поэтому объявлен набор волонтеров для помощи жителям из Донецка и Луганска. Создан региональный волонтерский штаб. Он организован на базе регионального подразделения Общероссийской организации взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций «Мы вместе». И добровольцы понадобятся как в пунктах временного размещения, так и в местах распределения гуманитарной и сосредоточения гуманитарной помощи. И также нужны педагоги. Сейчас это уже тоже понятно по опыту других субъектов, где уже прибыли беженцы. И аниматоры для детей, и психологи, и медицинские работники. Поэтому и просто люди, кто будет работать в штабе, кто будет организовывать процесс приема, размещения и так далее. Поэтому все, кто готов вступить в ряды волонтеров, пожалуйста, у нас есть цифровая платформа добро.ру. Пожалуйста, вы заходите на эту платформу и регистрируйтесь. И дальше, конечно, мы будем очень благодарны и признательны за вашу помощь.